На Абаза ТВ время новостей. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Кан Кварчи и Шсоу Какалия рассчитывают на защиту абхазского государства в связи с уголовным делом в России. Никакого официального уведомления либо запроса в Генпрокуратуру Абхазии от российских коллег не поступало, а граждане Республики Абхазия не подлежат выдаче на территорию РФ, заявил генеральный прокурор Атгур Агарба. Когда земля уходит из-под ног, масштабный оползень сошел в селе Нижняя Ишера около месяца назад. Президент Абхазии Бадра Гунба встретился с секретарем Общественной палаты Гули Кичба, а также с членами Общественной палаты Сократом Джинджоли, Даутом Агарба и Растом Агуммава. Гули Кичба ознакомила президента с текущей деятельностью Общественной палаты, в частности, о работе Общественной палаты Абхазии 6-го созыва. Секретарь палаты также отметила активное взаимодействие с Общественной палатой Российской Федерации. Она сообщила о желании членов палаты провести встречу с президентом для обсуждения актуальных вопросов развития страны. Сократ Джинджоли, в свою очередь, сказал, что во время этой встречи члены Общественной палаты хотели бы услышать предложения и мнение президента по реформированию органов государственного управления. Президент отметил, что считает Общественную палату важным общественным институтом, который традиционно играет положительную стабилизирующую роль в обществе. Бадра Гунба подчеркнул, что Общественная палата не раз становилась местом встречи власти и оппозиции, где открыто обсуждались актуальные вопросы, а также способствовала снятию напряженности в обществе во время политических кризисов. Глава государства выразил готовность в дальнейшем активно сотрудничать с этим важным общественным институтом. На встрече также обсуждался вопрос проведения большого форума с участием всех политических сил Абхазии, органов власти, представителей религиозных и общественных движений. Целью форума является активное обсуждение вопросов, способствующих объединению общества. Сократ Джинджоли сказал, что он не считает, что общество разделено, как иногда драматизируют. Он подчеркнул, что это политическая конкуренция, что является обычным явлением для демократических обществ. А народ Абхазии един в стремлении построить свободное, демократическое, независимое государство. Форум будет проведен Общественной палатой, а государство, как отметил президент, окажет необходимое содействие в его подготовке и организации. Президент также сказал, что обязательно встретится с членами Общественной палаты до конца срока действия 6-го созыва и расскажет о своем видении изменений в системе государственного управления. Состоялся широкий обмен мнениями. Возбуждено уголовное дело о разбое в отношении граждан России. Следственное управление УВД по городу Сочи ГУ МВД России по Краснодарскому краю расследует уголовное дело по факту вооруженного разбоя, совершенного в отношении 3 граждан России на территории Абхазии. Общая сумма ущерба составила 1 975 000 рублей. Следствием установлена причастность Кана Кварчи, Шсоу Какалия и Хэны Дума, которые объявлены в федеральный розыск. Компетентные органы Республики Абхазия уведомлены о розыске в соответствии с международными соглашениями о правовой помощи. Как сообщает источник, планируется также объявление разыскиваемых лиц в международный розыск через каналы Интерпола. Депутат парламента Абхазии, руководитель общественной организации Айтгалара Кан Кварчи и заместитель руководителя организации Айтгалара Шсоу Какалия в ходе пресс-конференции сообщили о том, что рассчитывают на защиту абхазского государства в связи с тем, что на них заведено уголовное дело на территории России. Они называют это политическим преследованием, но не намерены отказываться от своей оппозиционной деятельности. Подробности у Марианны Котовой. Член республиканской общественной организации Айтгалара, депутат Народного собрания Кан Кварчи и Шсоу Какалия уверены, что уголовное дело, которое заведено на них в Российской Федерации, имеет политический подтекст, ведет следствие по факту вооруженного разбоя, совершенного в отношении 3 граждан России на территории Абхазии. Следственное управление УВД по городу Сочи. По той информации, которая у нас есть, дело возбуждено в отношении 15 человек, граждан нашей страны. Никакого отношения к юриспруденции данный факт не имеет. Это чистой воды политическое дело. Идет борьба с политическими оппонентами, то бишь с нами. Таким образом, нас пытаются напугать, нас пытаются остановить и, скажем так, извините за грубость, заткнуть нам рот.
Депутат парламента Кан Кварчи рассказал об обстоятельствах событий 5 ноября, которые послужили основанием для уголовного преследования абхазских оппозиционеров. Нам меняют, что там мы какую-то сумму, не мы, наверняка, не знаю, за кого они говорят, там пистолеты, там вооруженные, какой-то там грабеж, что-то еще. Слушайте, на танках мы приехали, я не знаю, на чем мы туда приехали. Мы, люди, которые занимаемся государственными вопросами, мы сами вызвали СКБ, чтобы этих людей, как по нашему мнению, были опасны и действия их неправомочные были в пределах Абхазии, и вручили этих людей нашим силовикам. Удивительно, никакой реакции, их в тот же вечер отпустили, отправили за границу. По словам Кварчи, передавая российских политтехнологов абхазским правоохранительным органам, они надеялись на то, что СГБ и МВД начнут проводить следственные мероприятия в отношении иностранных граждан. Мы, как граждане, как депутат парламента, приехали на место Сысоя Ивановича пресечь незаконные действия иностранных граждан, влазящие в наши внутренние дела, государства нашего, выборные процессы. Мы думали, что представители власти и руководство страны, силовые структуры как раз-таки обратят на это внимание. Оказалось, что они обращают внимание только на то, что мы обратили на те вещи, которых закрывали они глаза. Вот такой, знаете, парадокс произошел. По словам Какали, оснований для того, чтобы провести хотя бы проверку деятельности политтехнологов, было достаточно. О том, что подобные процессы проходят в Абхазии, мы говорили неоднократно. Мы об этом говорили в эфире Абхазского государственного телевидения, предупреждали власть, обращались лично к президенту, к правоохранителям, однако с их стороны никакой реакции не последовало. Впоследствии нам стало известно о том, что вот эти люди по предварительному сговору, действуя по предварительному сговору, вовлекли в свою незаконную деятельность несовершеннолетних, заинтересовав их финансово. Эти несовершеннолетние лица были направлены в новый район и вообще по городу Сухом, где они срывали агитационные материалы неудобных политтехнологам кандидатов. Эта деятельность была пресечена, после чего их передали службе госбезопасности. Что делает сегодня милиция или прокуратура, нам сказать сложно. Мы дали показания работникам прокуратуры города Сухум о том, что произошло, как произошло, какие события имели место, мы подробную информацию дали в показаниями дали. По той информации, которую нам давала служба госбезопасности там на месте, их выдворили из страны, и вот из-за этих 3 лиц в России возбудили уголовные дела на нас. В итоге, как рассказали члены Айтгалара, у них нет никакой информации от правоохранительных органов, ведутся ли какие-то следственные мероприятия по обстоятельствам событий 5 ноября. Нет у силовых структур Абхазии оснований и для уголовного преследования оппозиции, утверждает Эшсоу Какали. Не имея никаких оснований привлекать своих граждан внутри страны, они воспользовались кривым механизмом. Понимаете, как сливать информацию соседнему государству, там применяют санкции, а наши потом разводят руками. А что мы можем сделать? По словам Какали, он рассчитывает на защиту государства в сложившейся ситуации. Это ему гарантирует Конституция Абхазии. Но он сомневается в том, что главный закон страны не будет нарушен. В Республике Абхазия, должен сообщить, 26 ноября 1994 года была принята Конституция Республики Абхазия. Главный закон страны, кстати говоря, вот завтра мы будем праздновать День Конституции. И эта Конституция, наша абхазская, Конституция суверенного независимого государства, запрещает выдачу граждан третьим странам. Понимаете? Там четко и ясно эта норма прописана. Никакое соглашение, никакой другой закон не могут противоречить действиям Конституции. По логике происходящего нас закон защищает. Более того, этот самый закон обязывает наше правосудие дать правовую оценку действиям 3 политтехнологов, которые занимались вмешательством во внутренние процессы Республики Абхазия. Закон обязывает их к этому, но они этого не делают. Поэтому, насколько я защищен законом сегодня, сказать очень сложно.
Вот. Это очень сложный вопрос, понимаете? У меня большие сомнения в этом смысле. Но свои права я защитить смогу, на территории Абхазии точно смогу защитить. Отстаивать свои права на территории России, по словам Какалия, члены Айтгалора не будут. По логике вещей сейчас должен нанять адвоката, заплатить ему деньги и начать заниматься отстаиванием своих прав дистанционно. Я этого делать не буду. Если действия направлены на то, чтобы я становился как политический деятель, я только усилю свою политическую деятельность. Таким образом буду добиваться справедливости на территории своей страны. И еще один момент. Наши сверстники с Каном Валерьевичем уже более 30 лет преданы земле. Они погибли, отстаивая интересы нашей страны. Ничего страшного в том, что сегодня мы будем ограничены нахождением в рамках Республики Абхазии, нашей любимой родины. Ничего страшного в этом я не вижу. И если это та цена, которую мы должны заплатить за свою позицию, мы к ней готовы. По мнению Какалия, уголовное преследование представителей абхазской оппозиции со стороны правоохранительных органов России указывает на наличие проблемы в межгосударственных отношениях. Вот этот сам факт возбуждения уголовного дела на территории Российской Федерации – это яркая демонстрация отношения российской власти к нашей власти. Это неуважение называется. Это неуважительное отношение к Бадре Гумбо и ко всей его команде. Как говорит Кан Кварчи, оппозиционная деятельность не должна преследоваться, так как именно политическое противостояние различных сил рождает здоровые решения, полезные для общества. Мы должны бороться всегда. Даже когда все хорошо, надо бороться, потому что в борьбе рождаются лидеры правильные, которые готовы нести ответственность перед своим народом, перед памятью павших, перед нашей историей. Если не бороться, просто дать себе возможность уйти по течению, то это течение, куда нас вынесет, никто не знает. На какой нас берег выкинет, тоже никто не знает. Оппозиционеры подчеркнули, что не оставят политическую деятельность и, наоборот, будут ее усиливать. Марианна Котова, Турник Камич, Байнала Гухава, Абаза ТВ. Генеральный прокурор Республики Абхазия Адгур Агрба заслушал отчет прокурора города Сухум Алхаса Гумава по ходу проверки по заявлению 3 граждан Российской Федерации, а также по заявлению депутата парламента Кана Кварчи. Все заявления рассматриваются в рамках одной процессуальной проверки. Комментируя информацию о возбуждении в отношении 3 граждан Абхазии уголовных дел на территории России, генпрокурор подчеркнул, что никакого официального уведомления либо запроса в Генеральную прокуратуру Абхазии от российских коллег не поступало. Добрый день, уважаемые коллеги. Прошу вас проинформировать о ходе проверки по заявлению 3 граждан Российской Федерации по факту применения к ним насилия и изъятия денежных средств, а также по заявлению депутата парламента Республики Абхазия Кварчи Кана Валерьевича. С учетом того, что все эти заявления рассматривается в рамках одной процессуальной проверки, прошу вас доложить. Уважаемые коллеги, хочу доложить вкратце о ходе процессуальной проверки по заявлению граждан Российской Федерации Ревы Ивана Евгеньевича, Тимофеева Павла Игоревича и Бутыкина Дмитрия Александровича по факту нарушения тайной переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, а также открытого хищения имущества в особо крупном размере. Значит, прокуратурой города Сухум установлено, что 5 ноября 2025 года, примерно в 11 часов 45 минут, в офис газеты «Абхазский вестник», расположенный по улице Абазинская, строение 36, прибыла большая группа людей и путем, значит, физического насилия завладели денежными средствами и мобильными телефонами и ноутбуком фирмы Apple. Вот. Также прокуратурой города Сухум в рамках материала проверки произведен осмотр места происшествия, в рамках которого, значит, были изъяты бейджики на имя общественного обозревателя газеты «Абхазский вестник» Бутыкина Дмитрия Александровича за подписью главного редактора СМИР от 25 сентября 2025 года. Также в ходе дополнительного осмотра места происшествия от 10 ноября 2025 года
в большом количестве изъяты предвыборные брошюры кандидатов в депутаты и органы местного самоуправления. Вот, аналогичные плакаты, выпуски газеты «Абхазский вестник» под номерами 4 и 5 было изъято в количестве 30 коробок. Большой объем работы выполнен по обращению депутата Народного собрания парламента Республики Абхазия Кварча Акана Валерьевича. Им было в ходе заявления представлен материал, который подвергся процессуальному осмотру. В настоящее время идет сбор и фиксация всех сведений, которые были предоставлены именно непосредственно Кварча, их происхождение, достоверность, и запланировано в ближайшее время вызвать именно людей, лиц, которые указаны в этом материале. То есть в настоящее время по обоим фактам проводится прокуратурой города Сухум проверка, и по результату которой будет дана правовая оценка всем происходящим событиям. Хотелось бы еще дополнить, что вчера в различных средствах массовой информации была опубликована информация о том, что Следственным управлением УВД по городу Сочи, МВД России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом Б части 4 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть по факту разбойного нападения, совершенного группой лиц по предварительному сговору с применением предметов, используемых в качестве оружия, с овладением имущества в особо крупном размере. Исходя из данной публикации, содержания данной публикации, также просматривается, что в ходе производства расследования компетентными органами Российской Федерации была установлена причастность к совершению данного преступления 3 граждан, которыми являются действующий депутат парламента Кварча Акан Валерьевич и также 2 гражданина Республики Абхазия Какаля и Думала. Уважаемые коллеги, в прокуратуру республики уведомления и официального запроса от наших коллег Российской Федерации не поступало на сегодняшний день. Несмотря на то, что вчера была публикация в СМИ, с которой я также имел возможность ознакомиться. Но этому мы сегодня не можем давать правовую оценку. В этой части мы с ними не сотрудничаем, и к нам официально никто не обращался. Теперь, что касается ситуации, которая имела место у нас в Республике Абхазия с учетом 3 граждан Российской Федерации и наших граждан, в отношении которых сегодня проводится процессуальная проверка. Об этом я уже докладывал президенту, как вам известно, информировал его об этой ситуации, о том, что доследственной проверкой занимается прокуратура. Позже к нам обратился депутат парламента, и его заявление также рассматривается нами в части законности пребывания граждан Российской Федерации и их участия в избирательном процессе. Что касается наших коллег Российской Федерации, могу здесь сказать следующее. Граждане Республики Абхазия, согласно Конституции и действующему уголовно-процессуальному законодательству, уголовному преследованию в рамках международного правового сотрудничества не подлежат выдаче на территорию Российской Федерации. Поэтому нам необходимо самостоятельно дать правовую оценку тем событиям, которые имели место. Я в этом плане рассчитываю на нашу объективность и на нашу справедливость. Нужно отметить еще тот факт, что правонарушение было как с одной стороны, так и с другой. Поэтому нужно подойти объективно. По отношению каждого фигуранта, в случае, когда будут усматриваться нами либо признаки состава преступления или административного правонарушения, надо будет дать отдельную оценку. Если материалы необходимо будет направить в суд для привлечения лиц к ответственности, в зависимости от степени тяжести, это нужно будет сделать по результатам проверки. Поэтому тем действиям, которые имели место на территории Республики Абхазия, оценку должна дать прокуратура Республики Абхазия. В этой связи я хочу попросить, чтобы вы ежедневно меня информировали о ходе проверки. Я, в свою очередь, буду информировать президента, главу государства.
Премьер-министр Владимир Делба заслушал отчет Межведомственной комиссии по проведению контроля за исполнением решений Кабинета министров республики о согласовании распоряжений глав местных органов государственного управления по предоставлению земельных участков, созданной по поручению президента Абхазии. Руководитель комиссии, начальник государственного управления по землепользованию и кадастру Адамур Ахуба проинформировал премьер-министра о проведенной работе. Межведомственная комиссия провела контрольные мероприятия на предмет соблюдения условий предоставления земельных участков за период с 1 января 2020 по 31 декабря 2023 года. Подробный отчет о результатах проведенной работы, в том числе сведения о текущем характере использования каждого предоставленного земельного участка в разбивке по землепользователям, был представлен президенту. Вы лучше знаете, что происходит с принятыми решениями на местах. Какие документы надо вносить в правительство для того, чтобы не допускать ошибок и для того, чтобы принятые решения доходили до логического завершения. А предысторию вы знаете, создание комиссии, есть поручение президента. В соответствии с этим поручением создана комиссия. Причины, еще раз напомню, действия решений центральных органов государственного управления о предоставлении земель в пользование и его эффективное целевое назначение. Вот что преследовала работа комиссии. Потому что мы обращаем внимание на то, что к нам информация поступает, что ряд решений, принятых правительством, не всегда исполняются в установленные сроки. Что с ними делать? Истекает ли право? Или все-таки мы должны продлевать эти решения? С точки зрения права я тоже хотел бы это услышать. Это очень важно. Потому что по таким решениям совершаются сделки. Насколько это правомерно? Сейчас с учетом обстоятельств, которые в нашей стране присутствуют, да, вот парламент ввел ограничения на перевод земель из одной категории в другую. Сейчас до февраля месяца у нас есть возможность эти вопросы в какой-то степени привести в порядок. Никита Симонян, сухумчанин, настоящая легенда советского, российского и мирового футбола, навсегда останется в истории футбола. Прощание с легендарным футболистом Никитой Павловичем Симоняном пройдет в Москве 27 ноября на стадионе «Лукойл-Арена». По поручению президента Абхазии вице-премьер, исполняющий обязанности председателя Госкомитета по делам молодежи и спорту Тараш Хагба отправится в Москву для участия в церемонии прощания с Никитой Симоняном. О последнем приезде в Абхазию легендарного футболиста расскажет Анастасия Никонова. Это архивные кадры, снятые в апреле 2022 года в последний приезд в республику легендарного советского и российского футболиста, воспитанника сухумского «Динамо» Никиты Павловича Симоняна. Тогда в интервью нашему телеканалу олимпийский чемпион признался, что его отец был против увлечения футболом и даже отговаривал маленького Никиту от тренировок. Он просто говорил иногда, когда ты бросишь эту хулиганскую игру, понимаете? Поскольку, вы знаете, тогда ведь такой набора инвентарей спортивных не было, как сейчас. Поэтому тапочки, ботинки и так далее рвались. А это, так сказать, надо купить обувь там и так далее, это деньги. А жили там, я бы сказал, на таком среднем уровне. Поэтому понять, конечно, родителей тоже можно было. Но, тем не менее, вот так распорядилась судьба. А судьба распорядилась так, что Никита Симонян стал одним из лучших бомбардиров СССР, лучшим в истории московского «Спартака», 4-кратным чемпионом СССР. Затем, занявшись тренерской деятельностью, он стал заслуженным тренером Советского Союза, 2-кратным обладателем Кубка и первым вице-президентом Российской Федерации спорта. К сожалению, да, нас постигло большое горе, ушел из жизни человек с мировым именем. Кстати, вы знаете, это беспрецедентный случай. Сегодня УЕФА и ФИФА опустили флаги в своих центральных офисах. Что касается Никиты Павловича, это, конечно, был удивительный человек. Он никогда не, находясь в Москве, никогда не уходил от абхазских проблем, всегда был в курсе происходящих событий в Абхазии и очень интересовался футбольным клубом «Динамо».
Будучи первым замом, тогда в свое время начальника управления футбола, он много сделал для того, чтобы наша команда во времена, когда разошлись абхазский, значит, футбол и грузинский, чтобы наша команда осталась в первой лиге. Соответственно, с его помощью были привезены сюда такие яркие футболисты, начиная с тренера Долматова, кончая известных футболистов. То есть он всячески участвовал в футбольной жизни Абхазии. Беслан Нанбов вспоминает, что в свой последний приезд Никита Симонян пообещал отметить свое столетие на Сухумском стадионе «Динамо», где его чествовали каждый приезд в республику. Не было никаких сомнений, что так и будет, ведь, несмотря на почтенный возраст, легендарный футболист работал и продолжал популяризировать спорт. Ну, мы почему-то были уверены, что, честно говоря, он проживет больше 100 лет. Этот человек был удивительно работоспособный человек. В 9 часов утра ровно, не надо было смотреть на часы, он всегда был на своем рабочем месте. Так на протяжении почти 60 лет. Вот он последние 40 лет работал в РФС, возглавлял фактически. Но в его возрасте, казалось бы, можно было отдохнуть, но нет. Вот такой был необычный, обаятельный, умнейший человек. Незадолго до кончины Никиты Симоняна президент футбольного клуба «Динамо» Сухум Астамур Адлиба сообщил именитому футболисту, что Федерация футбола Абхазии планирует проводить ежегодный чемпионат на приз Никиты Симоняна. И он, конечно, был рад. Единственное, что, конечно, он сказал, что в этом году я, наверное, не смогу приехать, но поздравительно победителю я обязательно пришлю. Ну и мы, конечно, готовились. Вот баннер, который мы уже подготовили, мы, конечно, ждали этот турнир, но, к сожалению, видите, произошло. Мы, футбольный клуб «Динамо», считаем, наверное, его самым знаменитым игроком, потому что по заслугам, которые перед футболом, перед спортом, у него они самые высокие. И он всегда поддерживал нас, то есть был всегда с нами на связи и очень тепло нас всегда принимал. Считал нас за родными, это точно, вот я могу это с уверенностью сказать, что он всегда переживал и об этом вспоминал все время. И говорил, что я начинал свою карьеру футбольную с детской школы «Динамо», и первый мой футбольный клуб был именно «Динамо» Сухум. Никита Павлович Симонян ушел из жизни в возрасте 99 лет. Прощание с легендарным футболистом пройдет в Москве 27 ноября на стадионе «Лукойл-Арена». По поручению президента Абхазии вице-премьер, исполняющий обязанности председателя Госкомитета по делам молодежи и спорта Тарач Хагба, отправится в Москву для участия в церемонии прощания с легендарным футболистом. Надо любить футбол, надо любить тоже футбольный мяч. Он абсолютно уверен, ответит добром. Анастасия Никонова, Инала Гухава, Абаза ТВ. В нашем вечернем эфире смотрите проект памяти Никиты Симоняна «Уникальная биография легенды ФИФА». Абаза ТВ продолжает цикл программ, посвященных 80-летию основоположника современного абхазского государства. Пресс-секретарь первого президента Абхазии Владислава Арзанба Руслан Хашик продолжает цикл интервью, снятых в рамках работы над документальным фильмом «Пстазарас и Коупсадгелуп» об истории поездки Владислава Арзанба в Турцию в 1992 году. Нас епшико авантгард шейрит хода музейка, поруча асист шадука, асист шадат фатал, вавюра конурца. Пора пачар ирабишис готубарт вавюра квартурух и чадерпширц. А нас епшико ахтыску ядерпшот, арахпыза, арахайхабы. Он юкушерт шакатца улаз, юкгаларт шакатца улаз, и цара дырт шакатца улаз, и хомепгешет шакатца улаз. Апсо ларихзала. Апсо он карахзала. Рабхи зиригут, рабхи зисхуцо. Вот таишта галаша. Нас и хьяирхо, и напивим ташуко. Ну, арни, бри царава, царазы, айлкар, и хатарайлкаразы, он, бри акошер юзо замто. А бри тарктулат я ихазара зеге, а гудур уз тохтаску.
Савиома, Ткошома, Девиома, и фотосахи Терхома. Зеге, а он тхара юет зарачихо, хомит кашо. Смотрите интервью Руслана Хашик после выпуска новостей. Люди и даты. 25 ноября 1945 года родился Альмир Абрегов, общественный деятель, один из лидеров Абхазского и Адыгского национально-освободительного движения. Работал ученым-секретарем Абхазского государственного музея, директором Адыгейского областного краеведческого музея, председателем Совета Адыгехасы Республики Адыгея. Был членом Координационного совета Ассамблеи горских народов Кавказа. Абрегов – активный участник политических событий 1977-1978 годов в Абхазии, автор письма Президиуму 19-й Всесоюзной партийной конференции за подписью 60 представителей абхазской интеллигенции. Член Народного форума Абхазии Айтгалара, один из соавторов писем в отдел науки ЦК КПСС в 1977-м, вице-президенту Академии наук СССР академику Федосееву по поводу книги профессора Шалвы и Налыпа «Вопросы этнокультурной истории Абхазии» и других документов. Награжден орденом Акзепша III степени. В нашем эфире смотрите проект «Автограф» из архива Абаза ТВ с участием Альмира Абрегова. В республику прибыли представители российской полиции с целью развития практического и методического взаимодействия по профильным направлениям правоохранительной деятельности. Вице-премьер, министр внутренних дел республики Роберт Киут принял делегацию МВД России. Смотрите материал пресс-службы МВД. Вице-премьер-министр внутренних дел Республики Абхазия Роберт Киут принял делегацию МВД России. В республику прибыли представители российской полиции с целью развития практического и методического взаимодействия по профильным направлениям правоохранительной деятельности. Очень рад действительно видеть вас здесь. Мы уже такую рода практику имеем, знаете, нашего взаимодействия, то есть по определенным приоритетным направлениям, которые для нас сегодня очень важны. И, в принципе, согласно тем действиям, которые нами были совершены в прошлые периоды, у нас есть уже положительные результаты по ряду направлений. И отношения наши динамично развиваются, отношения наших подразделений, непосредственно компетентных. Ну и, соответственно, сегодня в ходе вашей рабочей поездки в Республику Абхазия у вас будет возможность ознакомиться с актуальными вопросами. И хотелось бы, конечно же, чтобы было полное понимание по взаимодействию. Во встрече приняли участие первый заместитель министра внутренних дел Республики Абхазия Руслан Ажиба, исполняющий обязанности замминистра, начальник следственного управления Леонора Карагазян, представитель МВД России в Абхазии Сергей Галенков, начальники профильных управлений МВД Абхазии. В рамках рабочей поездки абхазские и российские коллеги обсудят ряд важных вопросов в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, преступлений экономической направленности, современных криминалистических методик и деятельности органов предварительного расследования. Конечно же, хотелось бы получить максимальный опыт наших российских коллег, ну и при этом наладить взаимодействие по основным направлениям этой деятельности. Вы знаете, что у нас есть сложности в плане работы с различными банковскими переводами и многим другим, связанным с экономическим преступлением. Хотелось бы в этом тоже, чтобы мы имели возможность активно поработать. Роберт Киут подчеркнул, что всесторонний анализ указанных направлений позволит значительно повысить эффективность взаимодействия, сформировать практические решения, отвечающие современным вызовам. Масштабный оползень сошел в селе Нижняя Шера около месяца назад. Земля сразу нескольких домовладений ушла на десятки метров в сторону моря, прихватив с собой сады, домики для туристов и полностью лишив жителей прохода к морю. Ситуация усугубляется тем, что под холмом, с которого сошел оползень, находится железнодорожный тоннель. На месте побывала Надежда Боровикова. Смотрите специальный репортаж программы.
В селе Нижняя Ишера, в районе, который называют Шицкуара, месяц назад сошел масштабный оползень. Во дворе у семьи Губас вниз по склону в сторону моря земля ушла на несколько десятков метров. Старожилы говорят, что почва здесь сползала всегда, поэтому в советское время очень внимательно следили за правильным водоотведением. Когда здесь была железная дорога старая, до туннеля, здесь везде были стоки. То есть стоки были большие, заложенные шпалами, чтобы вода уходила. Это так должно было быть. Потом, когда построили туннель уже, когда начали сажать мандарины, это все поубирали. Короче, застой воды произошел. Застой воды. И вот еще вот этот дом отдых наш новый добавился, это добавилось. После войны вообще никто ничего не делал, никто не смотрел, никто не обращал внимания. Поэтому сегодня в таком мы находимся положении. Это, думаете, только здесь? Это начинается еще от Ардзенба Джотовича. Оттуда идет и до 15-го. Там тоже все ползут. Все ползут. Так, ну вот это отвалилось за месяц назад. Большие ливни были. Потом вроде дождь прекратился, и оно ушло. Здесь вообще сад был. Огромный сад был, огромный сад. Вот еще наш сосед, он тоже школьный, вон потихонечку тоже ползет. Там логовцы жили, они тоже все поползли. Спускаемся с соседями ниже. Здесь, на границе двух участков, хорошо виден ущерб семьи Логуа. Сад и дом вместе с землей спустились вниз по склону и восстановлению не подлежат. Семья Губас тоже потеряла в оползне сначала один домик для туристов и месяц назад второй. Первая волна, когда пошла, вот до этого первого домика, она зацепила и она унесло. А вот сейчас чуть-чуть дождик же был, опять до той круши дошло опять. Но трещина тоже дала на другой участок, это получается Мурзидия Валентина Петровича. Участок тоже половина до этого ушло, это после войны, а опять сейчас тоже там трещина. И вот эти тоже участки, там Куртаметова и Логуа Джоника дом тоже уползла. Валентину Мурузиди 86 лет. В Ишере он живет с детства. Валентин Петрович подтверждает, что их участок всегда был оползневым. Вспоминает ограничения по строительству, которые раньше здесь действовали, и показывает свой сад, который со временем уменьшился практически вдвое. Сад почти 25 сотых ушло. Осталось где-то сотых 15. И мы вот это вот по мере сползания земли мы продвигали сюда забор, строили. Это уже третий забор. Раз сползло, нет, второй раз сползло. Потом граб ушел огромный, которому лет 80-90, он сейчас там стоит. И вот это последняя наша защита. В поисках помощи жители Ишеры прошли много инстанций, но без результата. Последний масштабный оползень сильно напугал людей. Непонятно, безопасно ли им оставаться в своих домах и могут ли они рассчитывать на какую-либо помощь. Мы в этом году написали на имя президента. Нас приняли. Комиссия приехала, все молчат. Они вообще ничего не сказали, они просто посмотрели, сказали, не знаю, сказали вроде как меры примем, но почему-то они сейчас еще молчат, никто ничего не говорит. А мы ползем. Вся беда в том, что туннель идет вот здесь, вот под этим туннель идет. Вы понимаете, если вот сейчас туннель – это стратегическая дорога. Электрички 2 ходят до Сириуса, это ходят, и поезда ходят, это ходят. Если этот туннель дрогнет, тогда я не знаю. Тогда я не знаю, что это дальше будет. Тогда вообще мы все туда уйдем. Именно из-за наличия железнодорожного тоннеля в состав комиссии, которая выезжала на место происшествия, вошел главный инженер Абхазской железной дороги Леонид Куруа. Действительно, по инициативе главы администрации Сухумского района была собрана комиссия по выезду и обследованию данного участка. Это представители государственного управления по землепользованию или кадастру, отдел геологический, специалисты присутствовали, администрация Сухумского района и железная дорога совместно. Выездом на место было обследование, осмотрено данный участок. Естественно, те процессы, которые уже произошли, они видимы. Захожу вперед чуть, то заключение, которое уже имеется от специалистов, геологов, эти процессы
значит, они не единственные, не разовые. По их выводам, это, значит, интенсивные прогрессирующие ползневые процессы, которые уже произошли и могут произойти в дальнейшем. Предмет беспокойства руководства АЖД железнодорожный тоннель номер 15 в результате оползня не пострадал. Под этим холмом, значит, пролегает тоннель железнодорожный. Это номер 15, который, кстати, самый длинный в Абхазии, протяженностью 1775 метров. И главный вопрос был для нас, произошедший процесс повлиял ли как-то на состояние технического тоннеля и какие угрозы может нести, значит, вот этот процесс, который в дальнейшем тоже как бы может произойти. Эти два вопроса. Ну, первый вопрос мы сразу сняли на месте. Пока никаких, значит, воздействий, каких-то ситуаций негативных на тоннель мы не обнаружили ни снутри, ни снаружи. Чтобы понять, что делать дальше, необходимы геологические исследования почвы. По словам главы Сухумского района Алхаса Читанава, оползневой участок только в Шицкуаре простирается на 150 гектар, а в администрации района лежат аналогичные заявления от жителей Дзыгуты, Яштухи, Гумисты и Верхней Шеры. Все эти заявления администрация направляет в Госуправление по землепользованию и кадастру. Да, часто обращаются, но, к сожалению, что мы можем сделать? Мы можем специалиста, выделяем специалиста, чтобы он осмотрел. Но что мы можем на сегодняшний день делать, это визуальный осмотр. Ну, это уже как бы поверхностное, что видно, где земля ползет. Но, правда, в Сухумском районе очень много обращений. Чтобы их закрепить, это нужны такие инженерные работы. Надо проводить геологические изыскания, там до твердых пород, к ним заглубляться. Но это очень дорогостоящие работы. Абхазская железная дорога тоже не может без геологических исследований спрогнозировать, как отразятся последующие оползни на состоянии тоннелей. Но так как прямой угрозы инженерным сооружениям сейчас нет, выступать с заказчиками дорогостоящих геологических изысканий железнодорожники не будут. Без проведения данных изысканий дать ответ на сегодняшний день, каким образом данная ситуация дальше отразится и на данный участок, и на данных жителей, и на тоннель, как бы на сегодняшний день ответить сложно. Ну, в этой ситуации, значит, железной дороги остается только вести наблюдение за тоннелем и, естественно, ждать заключения, потом уже какие-то уже дальнейшие действия. Это то, что касается протокольной части. То, что касается на месте, действительно это бедствие, действительно там люди, значит, уже пострадали, и дальнейшая существует угроза, значит, капитальным строением, каким-то другим, это исходя из заключения специалистов, и поэтому я надеюсь, что какие-то, значит, действия со стороны администрации, государства, надеюсь, что будет помощь как бы тем людям, которые, как обычно у нас бывает в Абхазии, значит, какую-то помощь в этом направлении, надеюсь, что будет оказана. На помощь от государства также надеются сами жители оползневого участка. У меня все есть, дом есть, государство помощь, дороги в первую очередь. Мы в бездорожье, у нас дорог нет. Нет дорог совершенно, это разве дорога? Это дороги оттуда, вот. А помощь какую? Может быть, оттуда, от конца обрыва, может, какие-нибудь сваи пробить, огромные, положить эти, сцепить их, схватить, задержать. Хотя она немножко задержать. В свое время хотели задержать оползни, сажали эвкалипт, сажали, акацию сажали, эвкалипт здорово держит, он в сутки 5-6 ведер воды выпивает. Даже если администрация Сухумского района найдет средства на геологические исследования и на создание проекта укреплений, реализовать такой проект будет непосильно дорого не то что для бюджета района, но и для бюджета страны. А помимо жителей Сухумского района от оползней страдают жители Псырцки, Бедии, Мгудзерхуа и многих других населенных пунктов. Оползень от чего происходит? Происходит из-за воды или землетрясения. Но, к сожалению, у нас везде в районах
к сожалению, уже раньше все были канавки, которые водоотводные, все уже, там уже трава выросла, негодность они, и фактически земля, вода попадает, и там, где оползни, опасные оползневые участки, конечно, там уже будут происходить эти геологические процессы. Если мы еще их и нагружаем, груз, этот еще больше, она как бы провоцирует больше к оползню. Я бы изучил бы сперва инженерную геологию, хотя это, может быть, не требует, но если этот человек для себя строит дом в дальнейшем, может, этот участок будет держаться 10 лет, 15 лет, но потом все равно оползню подвержены, все равно лучше изучить и сделать фундаменты хорошие. И я бы так делал бы, хотя... Сейчас, по-моему, по закону для частного, если человек для себя дом строит, они экспертизу не проходят. К сожалению, у жителей Шицкуары и других оползневых участков у государства пока нет средств на укрепительные сооружения. Возможно, стоит организовать общественный контроль за водоотведением, найти и расчистить старые советские стоки или создать новые при содействии компетентных специалистов. Инженеры утверждают, что необходимо очень осторожно подходить к строительству. Даже легкая конструкция без фундамента, вроде беседки или террасы, на оползневом участке может спровоцировать стихийное бедствие. Так же, как и неправильно уложенная водопроводная труба или ливневка. Все работы с водой при угрозе оползней следует проводить по принципу 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. И обязательно посоветуйся с человеком, у которого есть профильное высшее образование. Надежда Боровикова, Владимир Капуза, Торник Амичпа, Абаза ТВ. Столичный водоканал продолжает работы по устранению последствий ЧП на резервуаре по улице Братьев Зонтария. Инженер МУП водоканала администрации столицы Мира Панквап рассказал, что накануне рабочие занимались обустройством подъездных путей, так как техника не могла подъехать к месту обрушения резервуара. В районе турбазы Кадорского шоссе вода поступает из Гумистинской насосной линии. Для тех, кому не поступает вода, администрация Сухума по-прежнему организует подвоз питьевой воды. На пересечении улиц Дермановского и Джелия стоит водовоз. Сегодня с утра 2 бригадами, 2 сварщиками занимаемся электросварочными работами по восстановлению этих водоводов. Если все пойдет нормально, думаю, дня за 2-2,5 мы подадим людям воду. Но вот села Дзигута, Басла, Джанба, они имеют воду через насосную станцию Сухумского района. Для тех, у кого воды нету, организовали выезд машины, водовозной машины, которая стоит на улице Дермановского, на перекрестке Дермановского и Джелия. Защиту детства и безопасность туризма в Абхазии обсудили уполномоченные по правам ребенка в Республике Мактина-Джинджоли с министром по туризму Республики Астамуром Логу. Особое внимание было уделено организации лагерной смены для 200 детей, пострадавших от военных действий. Речь идет о проекте «Послезавтра», который системно занимается социальной адаптацией и оказывает психологическую поддержку детям и подросткам, пережившим травмирующий опыт. По итогам встречи были приняты конкретные решения. Министр туризма Астамур Логу назначил ответственного исполнителя для включения в состав комиссии по безопасности туристических объектов. Также он поручил своему ведомству проработать вопрос организации лагерной смены в рамках проекта «Послезавтра», оказав необходимое содействие. Уполномоченный по правам ребенка Мактина Джинджоли поблагодарила министра за оперативную реакцию и конструктивный диалог. Активисты абхазского отделения волонтерской роты совместно с землячествами Абхазии, Осетии и Армении посетили Московский детский дом «Счастье дарит счастье». Ребята привезли для воспитанников продукты и игрушки, чтобы порадовать детей и внести немного тепла в их будни. Волонтеры провели вместе с детьми увлекательное время, играли в различные игры, общались, смеялись и дарили друг другу радость. Такие встречи очень важны для ребят, ведь забота и поддержка со стороны взрослых помогают им чувствовать себя нужными и любимыми, сказала руководитель абхазского отделения волонтерской роты Рената Авицба. Сегодня активисты абхазской волонтерской роты совместно с землячествами Абхазии, Осетии и Армении приехали в детский дом «Счастье дарит счастье», чтобы провести время с детьми, а также подарить им подарки.
Очень хорошо провели время с ребятами, поиграли в футбол. У ребят наблюдается огромный потенциал не только в одном виде спорта, но, вот, как я наблюдал, во многих видах спорта у ребят наблюдается потенциал. Надеюсь, это все будет развиваться. Сегодня был очень познавательный день, как для нас, так и для детей. Мы очень хорошо, приятно провели вместе время, лепили из пластилина, слушали, как ребята играют на гитаре, просто разговаривали и веселились. Своим примером мы хотели показать, как важно проводить время с детьми, уделять им время. Мы очень рады и счастливы, что мы посетили этот приют, детский дом, и так замечательно провели это время с детьми. О культуре. Президент Абхазии Бадра Гунба посетил торжественный концерт в Абхазской государственной филармонии имени Гунба, посвященный 95-летию со дня образования Государственного музыкального училища имени Чичба. Глава государства поздравил директора училища, народную артистку Абхазии Нинель Бжания, коллективы и студентов с юбилеем. Бадра Гунба пожелал им дальнейших творческих успехов, вдохновения, неиссякаемой энергии в деле сохранения и приумножения культурного наследия, а также новых ярких достижений. История о людях, переживших войну. Накануне в Абхазском государственном драматическом театре имени Чанба состоялась премьера спектакля по пьесе Михаила Рощина «Эшелон». Подробнее в репортаже Аристида Каракасиди. Премьера спектакля «Эшелон» – глубокая и трогательная история о войне, о людях, которые оказались в центре ужасающих событий и пережили их. Пьеса Михаила Рощина затрагивает важные темы человечности и стойкости в годы Великой Отечественной войны. Это история о стойкости, о взаимопомощи, о любви, которая помогла людям выжить в этих нечеловеческих условиях. Для меня лично этот спектакль имеет особое значение, потому что мой дедушка ушел на фронт и не вернулся, и он по сей день считается без вести пропавшим. И работая над этим спектаклем, я чувствовала, что он рядом, что мы делаем что-то важное, что-то, что он мог бы одобрить. Вот. И я хочу поблагодарить Министерство культуры Абхазии, Министерство культуры Российской Федерации, Российский фонд культуры за то, что у нас была возможность сделать такой спектакль. И я считаю, что этот спектакль обогатит репертуар Абхазского театра. Война влияет не только на физическое состояние, но и на моральные принципы людей. Эта пьеса напоминает о том, как важно помнить о прошлом, особенно для молодых людей. Актуальность этого спектакля в том, что как я считаю, это то, чтобы молодежь знала историю, как она вообще произошла. Это очень, если углубиться, очень тяжелая война была для Советского Союза. И на самом деле хочется, чтобы историю знали молодежь в особенности. Меня вдохновила зрительская симпатия, которую они увидели, они переносили вместе с нами эту историю. Все, как вы видели, это война, 41-45 года. Они переносили с нами ту боль, которую мы показывали им. Это было очень классно, очень даже хорошо для нас, для меня в особенности. Я видел каждого человека, каждое его восприятие. Спектакль посвящен не только исторической правде, но и личным переживаниям. Для создателя это не просто постановка, а скорее акт памяти, который касается каждого, чьи родственники пережили ужасы Великой Отечественной войны. Все наши дедушки, бабушки принимали в ней участие. Непосредственно и в моей семье также. У меня дедушка тоже воевал, был ранен, имел инвалидность. И, конечно же, с этой точки зрения, с гражданской позиции, не может не волновать эта война. Потому что, как любая война, эта война тоже принесла очень много горести, очень много утрат людских, потерь. Дети сильно пострадали, взрослые, пожилые люди. Это судьба человека, она не может не беспокоить. Спектакль «Эшелон» — это история о людях, переживших войну, о тех, чьи судьбы были разрушены, но они продолжали жить. Премьера этой постановки стала важным шагом в сохранении памяти о войне для будущих поколений. Аристид Каракасиди, Абаза ТВ. О спорте.
Погрануправление ФСБ России в Абхазии, первый финалист турнира по мини-футболу среди команд Министерства ведомств республики, сообщает Госкомспорт. В полуфинальном матче российские пограничники одержали победу над командой ГСО со счетом 6-3. Команда СГБ стала вторым финалистом турнира по мини-футболу среди команд Министерства ведомств. В полуфинальном матче игроки СГБ уверенно переиграли команду МВД со счетом 8-2. Забег «Абхазский рубеж» впервые пройдет в Сухуми 1 декабря. Планируется, что в нем примут участие около 300 человек. В районе станции Келасур уже готовят профессиональную трассу, которая после гонки станет открыта для всех желающих. В ней больше 20 препятствий, испытаний на силу, ловкость и выносливость. В программе также открытые тренировки и показательные выступления, возможность попробовать свои силы на трассе вне зачета. Регистрация продлится до 28 ноября, участие бесплатное. Организаторы мероприятия — команда Абхазии, Российский народный фронт и движение «Здоровое Отечество». Сейчас о погоде. В среду 26 ноября в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, атмосферное давление повышенное, ветер слабый и умеренный. Температура воздуха ночью от 6 до 11, днем от 14 до 19 градусов. Температура морской воды 16 градусов, волнение морской воды умеренное и слабое, относительная влажность воздуха от 50 до 70%. И на этом пока все. За развитием событий следите на Абаза ТВ. До новых встреч в эфире.